Душа человека как потрепанный ботинок. Ты даже очередь не можешь выстоять, да? Много лет назад мой знакомый рассказал мне историю о своем детстве. Детство пришлось на время гражданской войны, и несмотря на то, что такое было ужасно суровое время, в то же время они пытались с друзьями сохранять свое детство и найти какие-то шалости, которые бы позволяли ощущать вот этот детский мир. И это легло в историю фильма, потому что я подумала, что в принципе условия гражданской войны в Таджикистане, они во многом рефлексируют сегодня на нашу действительность. Я поняла, что вот именно об этом надо рассказать, потому что открывает многие двери в понимании того, что происходит сегодня с таджиками, почему так случилось, почему у нас много миграции, почему у нас есть те или иные проблемы. Безусловно, фильм не оправдывает никоим образом сложившуюся ситуацию, но он, по крайней мере, дает понимание миру того, что есть такая страна Таджикистан, и там была гражданская война, и безусловно, такая длительная гражданская война не могла не повлиять на развитие страны. Ну и хочется, чтобы дальше таджикское кино представлялось в мире, потому что, если честно, о нас вообще не знают. Таджикистан для публики вне Советского Союза просто неизвестен. В пределах Советского Союза, к сожалению, постсоветского Союза, есть определенные стереотипы, что таджики — это гастарбайтеры, таджики — это определенная низшая категория людей, и как раз когда буквально сегодня ночью, да, мои коллеги, актриса, главная героиня фильма и продюсер поехали во Францию, и они летели через Домодедово, их остановили там и стали допрашивать. 1,5 часа их допрашивали в аэропорту, задавая самые странные вопросы, при том, что у них были официальные приглашения, правительство Франции их отправило туда. Вот. И в Домодедово сказали сотрудники таможни, что таджики могут снимать кино, или таджики едут и везут фильм во Францию. Такого не может быть, вы, наверное, что-то перепутали, у вас там какие-то странные цели и так далее. Да? Это все, конечно, очень неприятно. Я надеюсь, что наши молодые люди будут понимать и оценивать эту ситуацию. То есть это надо продвигать, и мы должны этим заниматься активно. Искренне скорбим вместе с вами. Когда мы снимали фильм «Нолай Тамбур», мы столкнулись с тем, что у нас совершенно мало кадров, занятых в киноиндустрии, профессиональных кадров. И таким образом возникла идея того, чтобы поделиться нашим опытом, как молодых режиссеров, молодых кинематографистов. Я и продюсер Исмаил Забаи, мы вместе решили создать проект My Vision, Душанбейская резиденция экспериментального кино, которая бы позволила людям, которые имеют очень креативное мышление, попробовать себя в кино. 56 заявок со всей республики было подано. Всего мы вынуждены были отобрать 8 лучших команд, из которых 7 команд сняли фильмы. Вот. 7 фильмов, которые будут показаны на неделе молодого кино.